деньгах рассчитать, мы должны заплатить по УК по ЖКХ 16 миллионов в год по всем объектам, а по факту получается 2 миллиона 406. Откуда такая разница, предприниматели недоумевают. На протяжении нескольких месяцев они недовольны работой с рекоператором ТКО. На последней встрече, которая прошла в октябре, компании обратились с жалобой в антимонопольную службу, чтобы за мусор их рассчитывали по факту, а не по нормативу. Считаю, что позиция регионального оператора навязывает обществу такие условия, в которых общество либо должно производить отходы в том количестве, в котором фактически они не производятся, либо платить за услуги, которые по сути не оказываются. Вопросы к оператору появились и у ФАС. Почему потребителям навязывают невыгодные условия договора, пока дело находится на рассмотрении? Заинтересовали антимонопольную службу и цены на гречку в магазинах. Кто виноват в том, что подскочила стоимость крупы? Отправили запрос, и сейчас собираем все документы. Через анализ документов торговых сетей можно увидеть, кто же там сейчас с этими ценами балуется, если действительно балуются торговые сети, устанавливая необоснованные наценки, или все-таки соответствующие производители. 11 дел ФАС открыл из-за нарушений или бездействия со стороны муниципальных властей. За уклонение от госзакупок возбудят дело в отношении комитета ЖКХ исполкома Казани. Обществу были предоставлены субсидии в значительном размере, больше 30 миллионов рублей в целых возмещения расходов, связанных с отловом и содержанием безнадзорных животных. По данным ведомства, средства ушли некоему обществу в обход аукциона, как это установлено законом о контрактной системе. Большое внимание в этом году антимонопольная служба уделила проверке рекламы. В поле зрения попали не только незаконно установленные щиты, но и необоснованные лозунги. Например, такие, как «самый лучший» или «лучший в мире». За такой маркетинг некоторым фирмам пришлось расплачиваться штрафами. А вот поисковым системам пришлось отдать немалую сумму за рекламу написания курсовых и дипломных работ. Запрет на рекламу данных услуг он был введен только в октябре 2018 года, поэтому мы в этом году активно занимались этим вопросом, выявляли такие нарушения, особенно в сети интернет. Google, Яндекс были в этом году оштрафованы. Сейчас антимонопольная служба больше придерживается политики предписаний. Штрафы, говорят в ведомстве, это крайняя мера. Разработан так называемый комплайнс – механизм профилактики нарушений. В некоторых организациях уже начали внедрять его методы. Зарина Ахметова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.